Студия «Рисалат» представляет многосерийный художественный фильм «Обратный отсчет». В роли ангела Азраила Эмрах Гергин. Спецэффекты Серкан Зельзеле и Джихан Карадемир. Оператор Бану Атылган. Постановщики сцен Мюсина Кызылтепе и Тайлан Тунжер. Сценарий Аишиги. Продюсер Мелик Сезгин. Режиссер Хасан Кырач. Сюжеты этого сериала взяты из реальной жизни. Мы строим нашу жизнь, следуя своим желаниям. Начиная с первых наших шагов, мы хотим поскорее повзрослеть, а потом, окончив школу, создать семью. А еще мы хотим, чтобы наши дети учились в самых лучших учебных заведениях. А что бы вы сделали, если бы вам кто-то сказал, что вам осталось жить всего несколько часов? Так вот, я обращаюсь к вам. Я ваш последний вестник. Я Азраил. И я даю вам последний шанс замолить свои грехи перед тем, как вы отправитесь в мир иной. Да сохранит нас Всевышний от такой смерти. Аминь. Аминь. Кто бы прочитал за него последнюю молитву, если бы не мы? Да. А кто это был? Неужели его никто не знает? Люди говорят, что он никогда подолгу не задерживался в одном месте, постоянно переезжал. Если не ошибаюсь, его Алаудинов Хадис звали. Это кто? Я? Вы что, я еще жив? Посмотрите на меня. Как смерть придает жизни смысл, так и жизнь придает смысл смерти. Пусть каждый из нас умрет достойно. Я жив? Неужели вы меня не видите? Вот он я. Мы провожаем этого человека в покой нашего Всевышнего. Я жив. Что вы делаете? Я здесь. Что вы делаете? Я здесь. Если кто-то из вас знал этого человека, прошу вас простить его. Ну что, вы прощаете Алаудинова Хадиса? Прощаем. Прощаете? Прощаем. Что вы творите? Я не прощаю его. Умар, сынок, скажи им, что я жив. А то они совсем не слышат меня. Сынок, сынок не слышит меня. Что с тобой случилось? Это ты во всем виноват. Ты не учил меня ни религии, ни жизни. Что бы я ни спросил у тебя, ты всегда твердил: «Да брось ты, сынок, живи в радость, наслаждайся жизнью». Ты сказал, что в будущем я буду учиться, но ты испортил мне жизнь. Это из-за тебя я прикован к этому креслу. Ты испортил жизнь и себе, и мне. Я тоже не прощаю его. Доченька. Почему ты не любил меня, папа? Ты всегда любил лишь своего сына. И поэтому я много страдала. Все из-за тебя. Ты во всем виноват, папа. Ты.
Умар, вставай, сынок. Папа, что-то случилось? Вставай. Пойдем вместе совершим молитву. Папа, посмотри, который час. Мне очень хочется сейчас совершить молитву. Составишь мне компанию? А мне не хочется, папа. Не говори так, сынок. Папа, в детстве мне было интересно, и я просил тебя брать меня в мечеть на молитву. Но ты всегда был против этого, даже не позволял мне поститься из-за того, что я худой. Ты говорил, чтобы я забыл об этом. Вот я и забыл. Прошло 30 лет. Что сейчас на тебя нашло? Ты иди, пусть Всевышний примет твои молитвы. Да примет Всевышний вашу молитву, дядя Хадис. И твою, Халид. Дядя Хадис, я хочу попросить о помощи в одном деле. Слушаю тебя, Халид. Я буду рад тебе помочь. Мы сейчас пытаемся открыть что-то вроде временного приюта для бездомных девочек. Мы стараемся сделать что-то полезное для общества. У нас уже почти все готово. Но остались кое-какие недоделки, и мы подумали, что наши соседи помогут в таком благородном деле. Что скажешь, дядя Хадис? Халид, ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Но это затея. Зачем вам девочки, от которых собственным родителям не было никакой пользы? Какая от них польза для нашего общества? Давай лучше позаботимся о своих детях. Не говори так. Если мы не позаботимся о них, они могут попасть в дурную компанию. И потом Всевышний спросит с нас за то, что они пошли плохим путем. Есть одна девушка. Ей очень тяжело. Может, ты дашь ей на жизнь какую-то сумму денег ежемесячно? Это благое дело, дядя Хадис. Я пошлю ее в ваш магазин, поговорите с ней. Уговорил. Спасибо. Да храни тебя Всевышний. Всего хорошего. Слушай, Акимбей, надеюсь, все хорошо? Я хотел поговорить с вами о результатах прошлых анализов, но ты говорил, что все в порядке. Ты что, ошибся? Нет, с ними все в порядке. Но когда мы проводили повторный анализ, мы заметили, что ткань ваших почек подходит одному нашему пациенту, который нуждается в срочной операции. Пациенту очень плохо. Вы не согласитесь стать донором? Нет. Послушайте, доктор, этот недуг в нашем обществе очень распространен. А если вдруг завтра у моего сына случится то же самое, я лучше поберегу свою почку для него. Если это все, что вы хотели сказать, то до свидания. К сожалению, он не согласился стать донором. Вообще-то он очень хороший, отзывчивый человек. Но он думает о своем сыне. Говорит, если вдруг сын заболеет, то почку отдаст ему. Конечно, родной сын ближе чужого человека. Мы не вправе винить его за это. Мой собственный отец предпочел не спасать меня. Как же я могу ожидать такой жертвы от постороннего? Большое вам спасибо. Подожди. Вот, возьми. Здесь указан его адрес. Кто знает, может, когда он увидит тебя, он изменит свое решение. Используй свой шанс. Может, тебе повезет. Ладно, спасибо. Не за что. А где Азиза? Я хотел отправить ее в магазин Хадис Бея. Я думаю, если он поговорит с ней, его представление о беспризорниках изменится. Но я уже все сделал. Я отправил ее к Мухтару. Он согласился обеспечивать ее. Так что скоро я запишу ее на какие-нибудь курсы, и она начнет учиться. Но у нас тут еще много работы, так что любая помощь будет кстати. Я позвоню к Хадис Бею, предупрежу, что она не придет. А насчет другого вопроса я потом сам поговорю с ним. Халид Бей, в кухне лопнула труба. Нужно поскорее все починить, пока не затопило. Что? Бежим. Хадис Бей,
Хадис Бей, добро пожаловать. Спасибо. Ну что, Камал Бей пришел? Нет, но пришла какая-то девушка. Папа, Она хотела поговорить с вами, она там. Это, наверное, девушка, которую Халид отправил ко мне. Скажу прямо, я согласился встретиться с тобой только ради Халида, а что касается денег, то это невозможно. У меня и так дела идут не очень. но я... Никаких «но». Если ты думаешь, что сможешь уговорить меня, то зря стараешься. Я с трудом собираю деньги для своего сына. Близкий дороже всего. Он в дальнейшем позаботится обо мне, когда я состарюсь. Вы так любите своего сына? Конечно, люблю. Как же иначе? Он моя единственная надежда. Сегодня, например, звонил врач, спрашивал, отдам ли я свою почку его пациенту. Тоже мне вопрос. А что будет, если моему сыну понадобится почка? Я лучше приберегу ее для него. Мой сын самое дорогое, что у меня есть в этой жизни. Ну а если бы в почке нуждалась не посторонняя, а ваша собственная дочь? У меня нет дочери, она умерла. Но если уж тебе так это интересно, я бы все равно приберег почку для своего сына. Девочки выходят замуж и улетают из гнезда, а сыновья остаются с родителями, продолжают их род, фамилию, заботятся о них. Когда-то я уже стоял перед выбором и выбрал сына. Сейчас я поступил бы точно так же. Простите, что отвлекла вас от дел. Я бы все равно приберег почку для своего сына. Отпустите меня, отпустите. Спасите моего сына, Умара. Умар, сынок. Умар. Успокойтесь, пожалуйста. Сынок, Умар. Пожалуйста, ради Всевышнего, спасите его. Успокойтесь, успокойтесь, возьмите себя в руки. Умар, сынок. Умар. Сынок. Успокойтесь. Отпустите меня. Прошу вас. Мы ему обязательно поможем. Спасите его, сынок. Успокойтесь. Мы его спасем. Спасите, прошу вас. Помогите, сынок, ты меня слышишь? Ответь, Умар. Где ты? Сынок. Где ты? Я слышу там какой-то звук. Прошу вас, спасите его ради Всевышнего. Бетонный блок преграждает путь. Спасите его, прошу. Его мать умерла, у меня остался только он. Здесь очень темно, пап, помоги! Пожалуйста, папа! Там двое детей, они под бетонным блоком. Мы сможем спасти только одного. Нет, нужно спасти обоих. Это мои дети. Помогите. Ты что, не понимаешь? Они под бетонным блоком. С одной стороны твоя дочь, а с другой твой сын. Если поднимем с одной стороны, то другая часть блока задавит второго ребенка. Вы должны спасти обоих. У меня кроме них никого нет. Папа, спаси меня! Спаси меня, папочка! Спаси, папа! Сынок. Да пойми же ты, мы не можем поднять этот блок. Папа, здесь очень темно! Мы сможем поднять только одну сторону. Ты должен принять решение. Вытащи меня отсюда, папа! Папа, ты меня слышишь? Но быстрее же!
Папа, спаси! Ладно. Спасай сына. Спасите меня! Почему, папа? Помогите! Мы выходим! Помогите! Сынок, хвала Всевышнему, ты жив, сынок. Сынок, мой дорогой, мой самый лучший, мой сынок. Доченька, пожалуйста, прости меня. У меня не было выбора, прости. Она умерла. Ей уже ничем не помочь. Лучше позаботься о своем сыне, отведи его в госпиталь. Доченька. Доченька моя. Доченька. Доченька. Пойдем, пойдем. Почему, папа? Почему, папа? Почему? Красавица, что с тобой? Что ты тут делаешь? Если ты снова о старом, то лучше держись подальше от меня. Да нет, ну что ты, красавица. Я просто проезжал мимо и заметил тебя. Я увидел, что ты плачешь, и решил остановиться. Давай поговорим, я отвезу тебя куда скажешь. Садись. Здравствуй, Камал. Ну все, Хадис Бей, поздравляю вас, деньги уже на вашем счете. Вы продаете этот магазин только потому, что этот запах вредит здоровью вашего сына. Если бы у каждого из нас был такой заботливый отец. У меня в этой жизни есть только мой сын Камал. И я пожертвую всем ради него. Мне пора. Очень много дел. Всего хорошего вам. Что происходит? Что случилось? Что ты сделал с тем человеком? Он увидел и услышал то, что скоро увидишь и услышишь ты, Абдулла. О чем это ты? Я принес новость для тебя, Абдулла. Новость? Какую новость? И почему ты называешь меня Абдуллой? Абдулла — это раб. Рабы всегда просят у Всевышнего благое и тянутся к нему. Быть Абдуллой значит быть осведомленным и пытаться все исправить. Ничего не понимаю. Ладно, у меня и так мало времени. Раз уж у тебя мало времени, начни исправлять свои ошибки, Абдулла. Твой лист оторвался и быстро приближается к тебе. Ты умрешь через 6 дней, Абдулла. Это что, какой-то телевизионный розыгрыш? А где камеры? Куда вы их спрятали? Дай мне свою руку, Абдулла, и ты сам все увидишь.
Подними голову, Абдулла. Через 6 дней, когда твой лист коснется тебя, тебе откроется истина, и начнется твой путь в мир иной. Исправь свои ошибки, Абдулла. Обратный отсчет начат, Абдулла. Смотри, куда идешь, брат. Смотри на дорогу. Залезай на плечи. Ну что, прокатимся? Опа! Ну что, нравится тебе? Да. Пошли. Обратный отсчет начат, Абдулла. Исправь свои ошибки. Ты умрешь через 6 дней. С вами все в порядке? Мой сын, Умар. Я должен отдать ему это. Ну, успокойся же. Шуана, Шуана, у меня хорошие новости. Ты заинтриговал меня. Что случилось? Я же просила тебя купить ребенку молока. Забудь ты о молоке, послушай меня. Я вышел из магазина и по дороге домой решил поздороваться с соседом. Зашел к ним в магазин, и следом за мной зашел дядя Камал. И? Папа продал свой магазин ему и сказал, что хочет отдать деньги сыну, чтобы он начал свое дело. Он, видимо, хотел сделать мне сюрприз. Я ведь тебе говорил, что мой номер с болезнью пройдет. Даже недели не притворялся, а папа уже продал магазин. Не радуйся, пока не получишь денег. Кстати, что мы скажем папе? Он ведь тоже захочет поехать с нами за границу. Что ему делать за границей? Пусть останется здесь. Я определю его к его ровесникам в дом престарелых. Я же не могу всю жизнь заботиться о нем. Мне нужно строить свою жизнь. Я не собираюсь из-за него отказывать себе в чем-то. Папа? Папа, что с тобой? Все хорошо? Шуана, принеси воды. Папа, с тобой все в порядке? Что со мной? Сейчас я тебе скажу. У меня неблагодарный сын. Почему ты так говоришь, папа? Я отказался от всех удовольствий жизни ради тебя. А ты отправляешь меня в дом престарелых? Так ты решил отплатить мне? Папа, Я во всем старался угодить тебе, помогать, чтобы, когда мне будет нужна твоя помощь и поддержка, ты мог ее оказать. А ты нанес мне удар в спину. папа, Я посвятил всю свою жизнь тебе, а ты говоришь, что я буду для тебя обузой. Чем я заслужил такое отношение? папа, Я ведь всегда любил и оберегал тебя. Я лучше отдам эти деньги Халиду. Он хотя бы помогает нуждающимся. Ему эти деньги нужнее. папа. Эти люди хотя бы помолятся за меня. Мне стыдно, что у меня такой сын, как ты. Сделай-ка погромче. Быстрее. Эти 4 женщины были задержаны на улице и доставлены в участок. А преступная группировка, которая занималась торговлей женщинами, успела скрыться от полиции.
Папа, послушай, если мы не позаботимся о них, они могут попасть в плохую компанию, и мы будем в ответе за то, что не помогли им начать новую жизнь. Если бы я позаботился о ней, этого бы не случилось. Всевышний спросит с меня за это. Папа, ты неправильно все понял. Позволь, я тебе все объясню. Я все правильно понял, сынок. Ты зря стараешься. Для вас у меня нет денег. Папа! И что теперь будет? Ничего, я разберусь с этим. А что, если он действительно отдаст деньги Халиду? Не отдаст. Я пойду и поговорю с этим Халидом. Он не посмеет взять эти деньги. Доченька. 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 Прости меня, доченька, за то, что я не спас тебя, за то, что бросил тебя в тот день. Прости меня. По воле Всевышнего мы скоро встретимся. Бей, слушаю вас. Послушай, Халид, я продал свой магазин, и теперь я хочу отдать тебе эти деньги, чтобы ты использовал их в своем строительстве. Я лучше отдам их нуждающимся, чем оставлю своему неблагодарному сыну. Хадис Бей, мы пока не нуждаемся в деньгах, но все равно спасибо. Я не хочу вставать между тобой и сыном. Что бы там ни случилось, лучше отдайте деньги своему сыну. Как же так, Халид? Ну да ладно, потом обсудим это. Ту девушку, которую ты отправлял ко мне, я увидел по телевизору. Она попала к плохим людям, и я виню себя за это. Ты был прав. Я хочу позаботиться о ней. И потом вернуть в ваш приют. У вас она будет в безопасности. Молодец, Халид. Ты очень умный человек. Больше не приближайся к моему отцу и не проси его помочь. Ты понял? Иначе мне это не понравится. Твой отец делает это от чистого сердца. Он хочет помочь людям. Почему ты мешаешь этому, Умар? Мой отец никогда не учил меня добродетели. Он лишь всегда показывал мне, как лучше зарабатывать на хлеб. Поэтому меня волнует лишь мирское, понимаешь? Так что держись подальше от моего отца. И не суй свой нос в чужие дела. Скажите, зачем вам нужна эта женщина? Сынок, я ведь уже говорил тебе, что я должен ее найти. Один мой друг направил ее ко мне, но я не позаботился о ней. И теперь меня мучает совесть. Сможешь узнать, где она? Сейчас попробую. Расул, здравствуй, это комиссар Назар. Где эти девушки, которых задержали сегодня на шоссе? Какая больница? Хорошо, спасибо. Их перевезли в больницу. После врачебного осмотра их отпустят. Там вы и найдете ее. Больше я ничем не могу помочь. Спасибо, сынок. Да храни тебя Всевышний. А эта больница далеко отсюда. У меня мало времени. Может, отвезешь его в больницу? Конечно, комиссар. Прошу вас. Нам нужно поскорее сматывать удочки. Отстань от меня. Я никуда не пойду с тобой. Какой же ты все-таки бессовестный. Давай, убирайся отсюда. Уходи. Ты можешь умереть в любое время, а с нами ты заработаешь хорошие деньги. Пойдем, не упрямься. Идем же.
Так, я тебе и поверила. Хвала Всевышнему, я тебя нашел. А зачем ты меня ищешь? А разве это не Хадис Бей? Зачем ты пришел? Да, это он. Только посмотри на него, нашел себе молоденькую. Иди к своему сыну. Он же для тебя важнее всего. Отдай ему свои деньги и свою почку. Я совершил ошибку, доченька. Всевышний послал тебя ко мне, а я отвернулся от тебя. Я думал, что нет никого роднее, чем сын. Но я был неправ. Я многое переосмыслил. Теперь я хочу заботиться о тебе и о других таких же, как ты. Мне от тебя ничего не нужно. Я сама о себе позабочусь. Пожалуйста, доченька, прости меня, я понял свою ошибку. Я уже позвонил Халиду и сказал, что готов помогать всем нуждающимся. Простить тебя? Никогда. Это из-за тебя я в таком положении. Все это время я хотела задать тебе лишь один вопрос. Почему, папа? Почему ты бросил меня? Почему ты выбрал не меня, а сына? Почему? Почему? А что изменилось с нашей последней встречи? Почему ты решил мне помочь? Я всегда считал, что самое дорогое, что у меня есть, это сын. Эта мысль всегда утешала меня, но оказалось, что мой любимый сынок все это время думал, как бы поскорее избавиться от меня. Я уже стар, и только Всевышнему известно, сколько мне осталось жить. Поэтому, пока я жив, я хотел бы сделать что-нибудь хорошее. Прошу тебя, дай мне возможность помочь тебе. Это ничто по сравнению с моими страданиями. Я пойду с тобой, но только для того, чтобы увидеть все своими глазами. В тот день ты выбрал сына вместо меня. И мне очень хочется посмотреть, как твой любимый сынок выставит тебя за дверь. Ладно, я пойду с тобой. Я предупрежу, Халид Бей. Этот твой любимый сынок оставит тебя ни с чем. Я уверена в этом. Мне пора идти. Потом поговорим. Ладно, увидимся. Шуана, здравствуй. Что, у твоего свекра появилась невеста? О чем это вы говорите? Мы в аптеку ходили за лекарствами и увидели твоего свекра с молодой девушкой. Он так настойчиво упрашивал ее пойти с ним. Что это с ним на старости лет? Интересно. И девушка была сомнительного происхождения. А вдруг он спустит на нее все деньги? Нет, отец на такое не способен. И вообще, у меня там каша варится. Мне пора идти. Не только же им тратить деньги Хадис Бея. Да, вот останутся без денег, тогда я посмотрю на них. Ну что ты капризничаешь, моя маленькая? Ну что ты сердишься? Не волнуйся, твой муж разобрался с этим Халидом. Он не посмеет взять деньги отца. Все в порядке. Это уже не важно. Твой отец совсем с ума сошел на старости лет. Решил спустить все деньги на девушек. О чем это ты? Мне рассказали наши соседки-сплетницы. Они видели твоего отца в компании с молодой девушкой. Он что, с ума сошел? Видимо, да, раз гуляет с девушками, которые годятся ему в дочери. Вот увидишь. Я не удивлюсь, если он приведет ее сюда. Только этого не хватало. Я не позволю. Махмуд, Слушаю. заверни ко мне эту игрушку. Хорошо. Видела бы ты мою внучку Марьям, она такая милая. Вы назвали ее Марьям? Да, в честь моей погибшей дочери. Она тоже была очень красивой. А что с ней случилось? Я потерял ее во время землетрясения. Ее придавило бетонным блоком, и мы не смогли ее спасти. Если бы она выжила, она бы уже была как ты.
Меня поставили перед выбором, и я выбрал сына. А теперь мой сын пытается избавиться от меня. Интересно, если бы я выбрал Марьям, она бы так поступила? Нет, папа. Я бы никогда так не поступила. Никогда. Вот мы и пришли к моему дому. Проходи. Что я тебе говорила? Посмотри, сам увидишь. Он что, действительно сошел с ума? Скоро у тебя появится мачеха. Даже не шути так. Марьям, это мой сын и его жена. Марьям некоторое время поживет с нами. Шуана, дай ей что-нибудь надеть из своей одежды. Все произошло так внезапно. Потом мы пойдем купим тебе новую одежду. Хорошо? Пойдем, подберем для тебя одежду. Хотя моя одежда покажется тебе скромной. Что это значит, папа? Кто эта девушка? Она просто наша гостья. Брат, я стою перед их домом. Я не знаю, кто он. Но он приехал в больницу на полицейской машине и забрал ее. Вам ничего нельзя доверить. Ладно, возвращайтесь. Хорошо, брат, хорошо. Не волнуйся. Что ты делаешь, папа? Ты что, совсем с ума сошел? Решил привезти в дом невесту? Неужели тебе не стыдно? Она годится тебе в дочери. Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Эта девушка моя гостья, и она останется здесь. Я не позволю тебе потратить на нее все деньги. Она должна уйти. Как тебе не стыдно? Неужели деньги для тебя все? Разве ты не думаешь ни о чем другом? Неужели ты стал бесчувственным? Неужели твое сердце очерствело? Спасибо. Ты выручила меня. Сколько ты с него взяла? Тебя это не касается. Нашла себе старика-простофиля. Теперь, наверное, и замуж за него выйдешь. Но я тебя сразу предупреждаю, ты зря стараешься. Ты ничего не получишь. Это ты не ведаешь, что творишь. Привел эту девушку в наш дом. Если она не уйдет, я выброшу Марьям с балкона. Это не твоя вина, сынок, а моя. Это я не дал тебе ничего. Это я тебя ничего не научил. Все это происходит от того, что в тебе нет богобоязненности. Это ваши проблемы. Он любит меня, а я его. Так что вам лучше поскорее найти себе крышу над головой, потому что здесь нам не хватит места. Не будь я Шуана, если не выставлю тебя вместе с этим сумасшедшим за дверь. Аллах, прости его, прости своего раба. Умар, что ты делаешь? Ты совсем сошел с ума? Ты убьешь своего ребенка? Хватит ее пугать, это грех. А как называется то, что делаешь ты? Нашел девушку на улице и отдаешь ей все деньги? Нет, так нельзя. Если тебе дорога твоя внучка, избавься от нее. Немедленно. В нашем доме не будет покоя из-за нее, папа. Неужели ты отдашь наше наследство ей? Или ты хочешь выставить нас за дверь? Иди ко мне, доченька. Неужели тебе так дороги эти бумажки? Не стыдно, что я твой отец? Вот. Забери. Забери себе все. Марьям. Марьям, стой. Ты куда? Марьям.
Что со мной случилось? Не переживайте, вы просто упали с лестницы. Вам придется погостить у нас пару дней. С вами все хорошо, не переживайте. Давно я уже здесь. Вас привезли около 6 дней назад. Мой сын приходил меня навещать. Если вы знаете его номер, можно позвонить ему. Я скоро вернусь. Тебе осталось недолго, Абдулла. Ты исправил свои ошибки? Ошибки? Это так сложно в мои годы. Я даже не смог помочь той девушке. Из-за этого падения я не смог позаботиться о девушке, которую Всевышний послал ко мне. У тебя еще есть время все исправить. Прошу прощения, но этот номер не отвечает. Как же так? У меня для вас плохая новость, к сожалению. С моим сыном что-то случилось? Нет, он тут ни при чем. Я не смогла до него дозвониться. Но это частная больница, и пока вы не заплатите за лечение, о вас не смогут заботиться. А что, мой сын не заплатил? К сожалению, нет. Ваш сын заплатил за первый день, и потом он даже не появлялся. Да, красивый дом. Да, мне тоже понравился. Что вы делаете в моем доме? Эти люди — новые хозяева дома. Но я не продавал свой дом. Я лично готовил документы для продажи дома вместе с Умар-беем. Ему срочно нужны были деньги, и мы продали дом. А это мой дом. Но вы оставили своему сыну генеральную доверенность на него, и он, воспользовавшись этим, продал дом. Но я давал ему доверенность совсем для другого. Как ты мог так поступить со своим отцом, Умар? Как тебе не стыдно? Доченька, наконец-то я тебя нашел. Что вы делаете? Это место для женщин. О, Всевышний, в ближайшее время я направлюсь к тебе. И я так рад этому. Прошу тебя, уготовь мне место среди праведников. Убереги меня от огня. Я не смог позаботиться о твоей гости, но ты великий, ты милосердный, ты прощающий. Поэтому прошу, прости меня за все. В этой жизни я всегда заботился о своем сыне, но он подвел меня. Мой родной сын выставил меня за дверь. О, Всевышний, я не рассказал своему сыну о тебе, а иначе всего этого не случилось бы. Пожалуйста, Всевышний, исправь его. Открой его сердце для религии. Это моя последняя просьба. Вот, возьми.
Возьми. Я решил отдать свою почку той девушке. Значит, вы передумали, когда увидели ее? А я думал, что вы рассердились на меня, поэтому не выходите на связь. Вы очень хороший человек, и у вас чистое сердце. Только у меня к тебе просьба. Пусть никто об этом не знает. Мне благодарность не нужна. Вы просто золотой человек. Мы сможем провести операцию только завтра. Скажите, во сколько вам будет удобно? Завтра я уже не смогу вам помочь. А как вы пересаживаете органы так, чтобы они не испортились? Чтобы органы не портились, мы храним их в холоде. Это очень важно. Да, кстати, мне нужно ваше письменное разрешение. Заполните этот документ, а я пока позвоню пациенту. Обрадую ее. Почему ты бросил меня, папа? Почему? Я потерял ее во время землетрясения. Ее придавило бетонным блоком, и мы не смогли ее спасти. Если бы она выжила, она бы уже была как ты. Я оказался перед выбором и выбрал сына. А теперь мой сын, которого я тогда спас, пытается избавиться от меня. Интересно, если бы я выбрал тогда Марьям, она бы так поступила? Ты зря стучишься, там никого нет. А где они? Сын продал дом, а его отец теперь живет на улице. Такие пошли теперь дети. Ты их растишь, кормишь, а они потом выставляют тебя за дверь. Это божественная справедливость. Когда-то он сам оставил своего ребенка на улице, а теперь его сын выгнал его. Ты что, Марьям, дочь дяди Хадиса? О, Аллах! Да, я та самая Марьям, которую он бросил в завалах, выбрав вместо нее сына. Подожди, Марьям, давай поговорим. Нам не о чем говорить. Я лишь хотела задать ему один вопрос, который мучил меня все эти годы. Почему? Почему он выбрал его, а не меня? А теперь я вижу, что сын, которого он выбрал вместо меня, выбросил отца на улицу. Всевышний наказывает его за все. Марьям, стой! Saat kaç oldu abi ya? Ben size söyledim acele etmeyin. Olacak abi. Oğlum. Сынок. Ne yapıyor bu ya? Кто это такой? Tanıyor Ты musun что, bu его знаешь? Ne tanıyacağım canım? Откуда мне его знать? 5 kere para verdim. Я просто salak несколько раз подал ему милостыню, вот и все. Что он делает? Неужели нельзя было пойти в мечеть? О, Всевышний, хвала тебе. Ты дал мне возможность преклониться перед тобой и высказаться в последний раз. Vakitlerimde bana secde fırsatı verdin. İçimi dökme imkanı bağışladın. Amin. Аминь. Чтобы органы не испортились, их нужно хранить в холоде. И мне нужно ваше письменное согласие.
О Всевышний, я твой раб, Абдулла. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его посланник. Ya biraz yavaş ver. Сбавь скорость! Осторожно, дерево! Неужели на такой большой улице нет аптеки? Могу я срочно получить лекарство по этому списку? Пожалуйста, моему отцу очень плохо. Думаю, этот список у тебя уже очень давно. Ты что, не читал его? Будь хорошим сыном, Умар, найди свою сестру в единственное, что у меня есть в этой жизни. Эта бумага была у него в руках. Он мучился от боли, он отдал ее мне и попросил помочь ему. Ну так помоги ему, Умар. Папа! Baba! Папа! Baba! Папа! Baba! Папа! Ne istedin babamdan? Что тебе Ne нужно от istedin? моего отца? Что тебе Ne нужно? yaptı sana? Kimsin Кто ты sen? такой? Кто ты? Это ты его убил. Hayır. Нет. Hayır. Нет. Шоана Ханем, жизни вашего мужа ничего не угрожает, но из-за сильного удара он повредил позвоночник и, к сожалению, больше не сможет ходить. Как это? Представьте, что у вас теперь 2 ребенка. Ваш муж во всем будет нуждаться в вас. Мама, врач мне так сказал. Что мне делать? У него парализована нижняя часть тела. Что мне делать? Надеюсь, ты не планируешь всю свою жизнь заботиться об инвалиде. Придумай что-нибудь, но избавься от него. Пожалуйста, мама, не начинай. Я и так все на нервах. Я тебе говорю, что моему мужу нужна помощь, а ты предлагаешь мне сбежать. Пусть будут комнаты с большими окнами. Я хочу выращивать фиалки в горшках. Прямо как моя мать. Не волнуйся. Место, куда мы идем, именно такое. Но это дом, в котором я родилась и выросла. Да. Но ведь он был разрушен. Его восстановили. Можно починить сломанное. Главное — иметь желание и намерение. Я не поняла. Вы кто? Агент по недвижимости? Откуда вы все это знаете? Твоему отцу тяжело, Марьям, и только ты можешь его спасти. Пусть его сын ему поможет. Сын, которого он так сильно любил. Его сын уже не сможет ему помочь, потому что он и сам нуждается в помощи. Они меня уже не волнуют. Пусть делают, что хотят. Марьям. Марьям, Простите, доктор. После операции я начала видеть странные сны. Zor bir operasyon. операция была тяжелой, так что это нормально. Только не забывайте,
Каждый месяц вы должны приходить на обследование. Вы получили новую жизнь с новой почкой. Большое спасибо. Нужно благодарить того, кто стал для вас донором. Он настоял, чтобы его имя держалось в тайне. Но знаете, если бы он умер не в холодильной камере, а где-нибудь на улице, мы бы не смогли пересадить почку. Большое спасибо. Не за что. Ну, наконец-то, красавица. Пошли, нам пора. Подожди. Алло? Да? Марьям, что ты тут делаешь? Мы похоронили твоего отца. Нам помогли хорошие люди. Его похоронили на кладбище у горы. Я подумал, ты захочешь знать, чтобы потом навестить. Сынок. Ты его знаешь? Откуда мне его знать? Я просто несколько раз подал ему милостыню. Неужели тебе не стыдно? Ты привел в дом девушку, которая тебе в дочери годится. Что ему делать за границей? Я определю его в дом престарелых. Я же не буду ухаживать за ним всю жизнь. Я не был хорошим сыном, Халид. Поэтому Всевышний наказал меня, забрав у меня ноги. Нужно сообщить твоей сестре. Если ты ее увидишь, сам расскажи ей обо всем. Моя сестра? Разве она жива? Будь хорошим сыном, Умар. Найди свою сестру. Вы единственное, что у меня есть в этой жизни. Твой отец привел ее в дом, чтобы позаботиться о ней. Но вы все решили, что она... В день смерти твоего отца она была у вас дома. Я уговаривал ее остаться, но она ушла, потому что была слишком зла на тебя и на твоего отца. Познакомься. Что же я натворил? Марьям, доченька! Вы не видели тут девочку 3 лет? Нет. Марьям! Вы не видели тут девочку 3 лет, вот такого роста? Нет, не видела. Вы видели тут девочку 3 лет? Нет, но спросите внизу. Куда мне идти? Вон туда, там лестница. Что ты тут делаешь совсем одна? Маленькая моя принцесса. Надеюсь, твоя судьба будет лучше, чем у меня. Это ваша дочь? Если честно, то нет. Я ищу ее мать. Вы бы не могли отвезти ребенка к ней? Простите, у меня срочные дела, а ее мать должна быть в 203-м кабинете. Ну, пойдем поищем твою маму. Как узнать, где она? Она тебе ничего не рассказывала, Халид? К сожалению, я не смог ничего узнать, она куда-то торопилась. Пойдем поищем твою маму. Где же она? Где же она? Вот и пришли. Здесь твоя мама. Ты что, решила, что сможешь сбежать от меня? Отпусти мою руку. Ты пугаешь ребенка. Чей это ребенок? Где ты его нашла? Это моя племянница. Просто пропавший ребенок, которому я хочу помочь. Отпусти меня. Я хочу вернуть ее семье. Послушай меня. Если ты выкинешь какой-нибудь номер, я тебя в порошок сотру. Иди, отдай ребенка и возвращайся ко мне. Сестра,
Моя сестра. Почему все это время ты не подавала признаков жизни? Потому что отец сделал свой выбор в тот день. Он отвернулся от меня и выбрал тебя. Он оставил меня умирать. Я не отпущу тебя никуда. У меня есть деньги, теперь мы сможем жить счастливо, все вместе. А что скажет твоя жена? Она согласится с этим? Конечно, согласится. С чем я должна согласиться? С тем, что с его отцом ничего не вышло, и теперь ты переключилась на его сына? Следи за словами Шуана. Почему это? А что, если не стану? Она моя сестра, ты поняла? Не волнуйся, я не стану вмешиваться в дела вашей семьи. Было бы неплохо. Иди расскажите сказки кому-нибудь другому. Сестра! Сестра! Что ты натворила? Ты должна вернуть ее обратно. Как тебе не стыдно? Значит, ты повышаешь голос на меня из-за какой-то мошенницы? Как ты не понимаешь? Она моя сестра. Хорошо. Пусть тогда твоя сестра за тобой ухаживает. Шуана. Я не собираюсь всю жизнь ухаживать за инвалидом, прикованным к кровати. Счастливо оставаться. Шуана! Шуана! Куда это ты собралась? Нам с тобой не по пути. Ты будешь меня слушаться. Ты должна мне, не забывай. Это я дал тебе деньги на пересадку почки. Теперь ты должна их отработать. Я найду себе работу и верну тебе деньги. Отпусти. Послушай. Вот твоя расписка. Так что не надо строить из себя тут невинную девочку. Давай, садись в машину. Тебе нужно подготовиться. К тебе приехал человек из-за границы. Отвези ее прямо на работу. А у меня тут кое-какие дела остались. Хорошо. Эта Марьям была в палате с моим мужем, мама. А до этого она пыталась пристроиться к его отцу. Она наверняка почуяла запах денег. А Умар твердит, что это его сестра Марьям. Видимо, он хочет избавиться от меня. А я хлопнула дверью и ушла. Доченька, почему за все эти годы ты не откладывала деньги для себя, а теперь ты оставишь эти деньги ей? Мама, эти деньги когда-нибудь закончатся. Умар уже попался на удочку этой мерзавки. Я ничего не могу поделать. К тому же мне плевать на деньги. Ну ладно, скоро я к тебе приеду, увидимся. Легко сказать, не отдавай эти деньги ей. Но как мне их прихватить? Если хочешь, я могу тебе помочь. А ты кто такой? Я человек, которого эта Марьям когда-то уже обманывала. Что это значит? Эта женщина и меня обвела вокруг пальца. А теперь, видимо, взялась за твоего мужа. Поверь мне, она не оставит тебе ни гроша. Если хочешь от нее избавиться, выслушай меня. Неужели за тобой никто не приедет? Как ты будешь один в таком состоянии? Посади меня в такси, а дальше я сам разберусь. Хорошо. Шуана? Я был уверен, что Шуана так не поступит. Она не бросит меня в таком состоянии. Так оно и получилось. Мы найдем Марьям и заживем все вместе. Поверь, мы будем очень счастливы. Разве не так, маленькая принцесса? Все очень легко. Ты, главное, не подавай ему виду. Не забудь, она забрала твоего мужа, но не позволяй ей прибрать к рукам твои деньги. Подумай о себе и о своей дочери. Одним выстрелом ты убьешь двух зайцев, избавишься от них и заберешь деньги. Пойдем, доченька.
Давай, я помогу тебе. Теперь у вас 2 ребенка. Ваш муж будет полностью зависеть от вас. Молодчина, доченька. Бросай. Все готово. Завтра начнем. Шуана, принеси рюмки. Давай выпьем. Сейчас принесу. Умар? Умар, проснись. Умар. Прости, но я выходила замуж не для этого. И я не хочу всю жизнь заботиться об инвалиде. Спасите меня. Мне очень жаль. Сынок. Сынок, спаси меня. Умар, сынок. Помоги мне. Умар, сынок. Помоги мне. Папа! Папа, подожди! Я спасу тебя! Сынок, сынок, спаси меня. Я помогу тебе, папа! Подожди, я помогу! Спаси своего отца, сынок. Помоги мне. Папа! Папа? Умар, что случилось? Я видел отца во сне Шуана. Он горел в огне и просил меня помочь ему. Это был всего лишь кошмар, забудь об этом. Вставай, я познакомлю тебя с твоим физиотерапевтом. Он поможет тебе восстановить здоровье и встать на ноги. Он профессионал. Все его пациенты встали на ноги. Шуана, я должен что-то сделать для своего отца. Уже 2-й раз во сне он просит меня о помощи, но что я могу для него сделать, как ты думаешь? Что значат эти сны? Откуда мне знать, чего он хочет от тебя? Спроси у имама. Да, хорошая идея. Думаю, он сможет мне помочь. Тогда я пойду к нему. Нет, сначала ты поговоришь со своим физиотерапевтом, и мама от тебя никуда не убежит. Я с таким трудом уговорила его приехать к нам домой, так что ты просто обязан обследоваться у него. Доктор Бей, это мой муж Умар. Очень приятно, Умар Бей. Взаимно. Жена сказала мне, что вы специалист в этой области. Обсудите детали с ней, а у меня есть дела. Ну ладно. Только вы должны подписать эти бумаги, чтобы мы могли начать курс лечения. С завтрашнего дня вы начнете проходить лечение в нашем медицинском центре. Вот, прошу вас.
Ну, у меня тоже много дел, так что я пойду. Шуана Ханым, я потом свяжусь с вами, чтобы уточнить все детали. Всю документацию я беру на себя. Я подготовлю документы, и через час уже буду в банке, так что ты освободись к этому времени. Я же тебе говорил, что все пройдет как по маслу. Ты возьмешь свою долю из денег, и чтобы я тебя больше не видела. Вызови мне такси, Шуана. Я должен поскорее поговорить с имамом и спросить, что я могу сделать, чтобы спасти своего отца. Сначала сделаем ритуальное омовение, а потом пойдем молиться. Хорошо? Хорошо. Да примет Всевышний. Мне кажется, что ты ищешь меня. Как вы догадались? Я заметил твой ищущий взгляд. Я хотел у вас кое-что спросить, точнее узнать. Мой отец умер 15 дней назад, и я постоянно вижу во сне, как он страдает. Он просит меня помочь, но я не знаю, что могу сделать для него. Твой отец страдает из-за тебя. Из-за того, что не дал тебе религиозных знаний, не объяснил тебе, что правильно, а что нет. Ты так уверенно говоришь. Откуда ты это знаешь? Я знаю только то, что мне предписано знать. Твой отец страдает, и только ты сможешь ему помочь. Но мой отец был набожным человеком. Он старался соблюдать все предписания и всегда посещал мечеть. Всевышний приказал не только учиться, но и учить. Возможно, твой отец знал достаточно, но не научил тебя этому. Твой отец нуждается в твоей помощи. Дай мне свою руку, и я покажу его тебе. Сынок, спаси меня. Папа, я тебя спасу! Я помогу тебе! Папа, я не оставлю тебя здесь, поверь! Папа! Сынок, я сожалею. Я признаю свои ошибки и раскаиваюсь в них. Папа! Сынок, помоги мне, я горю. Мне очень больно. Папа, обещаю, я спасу тебя! Пока ты не изменишь свою жизнь к лучшему и не направишь взор ко Всевышнему, страдания твоего отца не утихнут, и твои кошмары не закончатся. Папа, держись! Сынок, спаси меня. На тебя вся надежда. Даю тебе слово. Я спасу тебя, папа! Покайся и стань достойным рабом Всевышнего. Стань Абдуллой. Всевышний, я стану таким, каким ты хочешь. Прости меня за все мои грехи и спаси моего отца. Всевышний, прошу, очисть мое сердце и мою душу от всего плохого.
Пожалуйста, удерживай мои руки, ноги и рот от всего греховного. Наполни меня такой любовью, чтобы я любил всех, кого любишь ты. Наполни мое сердце такой сильной верой, чтобы я держался подальше от всего, что не угодно тебе. Хвала тебе, Всевышний. Сегодня мы похоронили твоего отца, и его тело захоронено на городском кладбище. Здравствуй, брат. Куда едем? На городское кладбище. Хорошо. Один наш брат поведал нам такую историю. У одного его знакомого был долг, который он не заплатил, хотя все сроки выплаты давно прошли. И вот этот человек умер. У него не осталось ни родни, ни близких. Нашему брату стало жаль этого человека, и он решил заплатить за него долг, чтобы спасти его душу. Дорогие радиослушатели, в такой ситуации возможно следующее. Есть такие благие дела, которые приносят вознаграждение покойному человеку. Если вы потратите сумму денег в размере долга от имени покойного на благое дело, то покойный получит за это воздаяние на том свете. Теперь я стану достойным тебя сыном, папа. Сегодня я прочитал молитву в мечети, и мне стало очень спокойно на душе. Я почувствовал себя таким спокойным и счастливым. Этого не передать словами. Теперь я стану достойным рабом Всевышнего, папа. Я буду просить Всевышнего, чтобы он простил тебя и смилостивился над тобой. Надеюсь, твои страдания скоро закончатся. Всевышний, я больше не могу это терпеть. Прошу, сжалься надо мной. Прости меня. Папа! Сынок, прошу, спаси. Всевышний, пожалуйста, помоги мне. Папа! Папа! Спаси меня, сынок. Папа! 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 Брат, что с тобой? Все в порядке? Давай я помогу тебе. Брат, все хорошо? Почему ты все еще страдаешь, папа? Почему? Я лучше отдам эти деньги Халид Бею, чем оставлю их тебе. Он, по крайней мере, потратит эти деньги на благое. Есть такие благие дела, которые приносят вознаграждение покойному человеку. Если вы потратите сумму денег в размере долга от имени покойного на благое дело, то покойный получит за это воздаяние на том свете. Я знаю, как спасти тебя, папа. Я все сделаю для этого. Халид Бей, это Умар. Я хочу прийти к вам, чтобы сделать пожертвование от имени моего отца. Спасибо тебе за твою помощь. Я был рад тебе помочь. Что значит на счете нет денег? Это невозможно! По доверенности, которую вы написали на свою жену, она сняла все деньги с вашего счета. Но я не давал своей жене такую доверенность. Разве это не ваша подпись? Подпишите этот документ, и с завтрашнего дня мы приступим к курсу лечения в нашем медицинском центре. И в скором будущем вы снова встанете на ноги. Как ты могла так поступить, Шуана? Как я теперь спасу своего отца? О, Всевышний, прости меня, пожалуйста, прости. Прости меня, Всевышний. Жалься надо мной.
Мне очень больно. Прояви свое милосердие, Всевышний. Жалься надо мной. Я покаялся, но моему отцу не стало легче. Он все так же страдает. Я хотел сделать то, что мой отец не успел при жизни, но моя жена украла все деньги со счета. Что мне теперь делать? Как спасти своего отца? Твой отец при жизни не позаботился о твоей сестре, и поэтому она пошла плохим путем. Ты должен исправить его ошибку и позаботиться о своей сестре. Твое благое поведение спасет твоего отца. Но я не знаю, где ее искать. Моя дочь Марьям! Где она? Верните мне ее! Успокойся, хватит кричать, а то пожалеешь. Отпустите меня! Откройте дверь! Если вы что-нибудь сделаете с моей дочерью, я вас всех убью, вы слышите? Я вас всех убью! Ты? Что ты тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Все из-за тебя. Это из-за тебя я здесь. Сначала ты пыталась обмануть старика, а потом взялась за Умара. И все ради того, чтобы добраться до денег. Хватит, Умар мой брат, пойми это. Это что, правда? Ты действительно его сестра? Как я могла совершить такую ошибку? Что со мной происходит? У них моя дочь. А если они навредят ей? Здесь должен быть какой-нибудь выход. Что мне делать? Где я найду ее в таком большом городе? Надейся на Всевышнего и старайся. Аллах не оставит твои старания без результата. Шуана, это ты? Умар, пожалуйста, помоги. Твоя сестра тоже здесь. Спаси нас. Они схватили нашу дочь. Помоги, Умар. Отойди, отдай телефон. Недоумки, я же сказал вам следить за ними, а вы? Марьям, Марьям, доченька, не бойся, мама рядом. Успокойте ее. Отпустите меня. Уведи ее. Марьям, доченька. А ты сиди здесь. Всевышний, помоги мне, пожалуйста. Шуана? Нет, это Халид. Что случилось, Умар? Ты обещал прийти, но не пришел. Халид Бей, мою жену и сестру похитили вместе с моим ребенком. Сейчас я собираюсь в участок. Какой участок? Скажи, я тоже приду. Особый гость, который едет к тебе, уже в пути. Скоро он будет здесь. Убери свои руки. Не подведи меня. Доченька, прошу, спаси меня. Помоги мне, дорогая. Мне очень плохо. Я больше не могу терпеть. Прости меня. Помоги мне, доченька. Помоги. Не уходи, доченька. Не бросай меня. Не уходи. Прости. Не волнуйся, их найдут. Скоро они установят их местонахождение по звонку. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mı siparişimiz? Tabii abicim, odada. Buyur geç. Прошу. Не подходи ко мне, иначе я убью себя. Если попытаешься дотронуться до меня, я убью себя. Я лучше умру, чем позволю запятнать свою честь. Погоди, успокойся.
Господин комиссар, все схвачены. Ладно, я сейчас приду. Девушка, с вами все в порядке? Прошу. Опустите стекло. Прости меня. Прошу тебя, прости. Доченька. Дочка. Хвала Всевышнему. Хвала Всевышнему, что с вами все в порядке. Пойдем. Большое вам спасибо, комиссар. Им очень повезло. Мы лишь делали свою работу. Мы давно следили за этой бандой. Мы и так должны были их схватить сегодня. А то, что ваши родные оказались там, это просто совпадение. Все уже позади. Храни вас Всевышний. Аминь. Да, кстати, по-моему, это ваши деньги. Возьмите. Лучше отдать эти деньги настоящему хозяину. Эти деньги станут надеждой на светлое будущее для наших детей. Мой отец именно эту картину и хотел бы видеть. Жаль, что его рядом нет. Думаю, я была бы лишней. Нет. Что ты говоришь? Он даже назвал нашего первого ребенка в твою честь, потому что не забывал о тебе никогда. Ты всегда была в его сердце. Он и мне часто рассказывал о тебе, говорил, что хотел, чтобы ты выросла и стала учителем, как и я. Он был хорошим человеком, даже после смерти он отдал свою почку, чтобы помочь незнакомому человеку. Его нашли с документом в руках в морозильной камере. Именно поэтому его почка не испортилась. Наверное, он специально так поступил. Что ты сказал? Его нашли с документом в руках в морозильной камере. Именно поэтому его почка не испортилась. Наверное, он специально так поступил. Если бы он умер не в холодной камере, а где-то на улице, то его почка уже не была бы пригодной к пересадке. Аман Аллах. Значит, это папа отдал мне свою почку. Хвала Всевышнему. Желаю вам счастья. Желаю вам счастья. Спасибо. Долгих лет совместной жизни вам. Поздравляю. Спасибо.